Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 19 лет строгого режима. Такое наказание избрал Верховный суд Якутии для обвиняемого в совершении убийства 2 человек и покушении на жизнь 3-го. Виновным в совершении преступления предусмотрено частью 3 статьей 30 пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом было установлено, что в ночь с 17 на 18 декабря 2016 года подсудимый и потерпевший пили спиртное в Покровске. Возникла ссора, и подсудимый нанес множественные удары кухонными ножами и металлической штангой весом 30 килограмм поочередно 2 потерпевшим, которые от причиненных травм скончались на месте преступления. Хозяину квартиры, также участвовавшим в застолье, подсудимый нанес ножевые ранения в область головы и шеи. Однако ему удалось спрятаться в одной из комнат, как и одной свидетельницы произошедшего. С учетом характера и степени опасности совершенного преступления, отягчающих и смягчающих обстоятельств, судья Верховного суда Дмитрий Савинов по совокупности назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом удовлетворены и гражданские иски потерпевшего и представителей потерпевших на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Более 100 муниципальных депутатов Якутии отказываются сдавать декларации о доходах. Об этом сообщил руководитель управления при главе по профилактике коррупционных и иных правонарушений Степан Давыдов. Из 4728 депутатов муниципальных образований на сегодняшний день отказываются сдавать декларации 106 человек. Причины называют самые разные, сказал Давыдов. При этом Степан Давыдов подчеркнул, что главы районов в курсе ситуации и работа в данном направлении ведется. Глава Якутии Егор Борисов прокомментировал ситуацию с возбуждением на прошлой неделе уголовного дела по подозрению в получении взятки в отношении депутатов Государственного собрания республики Александра Уварова и Дмитрия Савина. Он отметил, что ситуация некрасивая, подобные случаи всегда будут восприниматься в нашем обществе негативно. Системная борьба с коррупцией в Якутии всегда была и будет в числе приоритетов государственной политики. Речь в первую очередь идет о персональной ответственности государственных служащих. В правительстве мы достаточно успешно реализуем антикоррупционные мероприятия. При любых подозрениях проводятся соответствующие расследования и принимаются меры дисциплинарного характера для искоренения подобных случаев, подчеркнул Егор Борисов. В микрорайоне Чанчик города Ленска убрали 2 большие свалки, которые более полугода мешали спокойно жить местному населению. Одна из них была расположена при въезде в микрорайон, вторая внутри частного сектора. Как отмечают жители, свалки образовались еще осенью. Во время предвыборной кампании на должность главы города один из кандидатов установил контейнеры и пообещал, что мусор будут вывозить еженедельно. Однако акция оказалась одноразовой, а на месте баков скопились огромные кучи мусора. С тех пор люди неоднократно жаловались в городскую администрацию. И, несмотря на то, что уборка мусора не является непосредственной компетенцией городских властей, жители Ленска были услышаны и свалку убрали. Загрязнение участка реки Чульман в Нерюнгринском районе вызвало общественный резонанс. Все началось с любительской съемки на берегу, которая попала в сеть. Наши корреспонденты в Нерюнгре организовали собственное расследование, чтобы попытаться узнать, кто и откуда навредил экологии. Мы начали свое исследование в районе поселка Чульман с непосредственного места съемки нашумевшего видео, так называемое Улово и поселковый пляж. Увиденное повергло в шок. Берег реки Чульман больше напоминает старую автобазу, где годами сливался автол. А реально это уже экологическое бедствие. Сейчас выясняем, откуда все это налилось. На сигнал о бедствии отреагировал и Комитет по охране природы и выехал к месту загрязнения для визуального осмотра. По предварительной версии, авторы видео возложили вину на ГОК «Денисовский», представители которого, прибыв на место с инспекцией, попытались опровергнуть это, заявив, что загрязнение идет с реки Кабахта и что они к этому не причастны. Недолго думая, наша съемочная группа отправилась на названную реку убедиться, что вода в ней чистая, а представители ГОК «Денисовский» по какой-то причине ввели нас в заблуждение. Далее мы отправились вверх по течению реки Чульман, чтобы визуально попытаться запечатлеть или выявить источник загрязнения.
Для большей убедительности мы даже взяли пробы воды ниже и выше по течению Гок-Денисовский. Ну и не нужно иметь научную степень по экологии, чтобы понять и отличить, где вода более-менее чистая, а откуда уже с выбросами. Официальные представители пока выдерживают паузу, воздерживаясь от комментариев. Мы почему должны купаться в черной воде? Охота купаться, а не мыться после родной речки. Это горные речки, это чистая вода. Это вода с гор, это пресная вода. Это не то, что ее попить, к ней подходить страшно. Я не знаю, какой выход в этой ситуации. Ну, неужели что-то нельзя предпринять? И мы что покажем? Что я покажу своему ребенку? Женька, возьми угля. Нам стало известно, что по факту загрязнения поступило заявление в прокуратуру. Возмущенная общественность с нетерпением ожидает последующих действий. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Сергей Козюра, Нерюнгри. Обновленный мост через Талое озеро в Якутске подвергся нападению вандалов. В сеть попало видео, на котором видно, как неизвестные ломают детали сооружения. А поступки граждан, за которых стыдно, в сюжете Кристины Якуповой. Реконструкция моста еще не завершена. Его открыли для удобного передвижения горожан. Но недоброжелательные жители уже успели испортить новое сооружение. Уже не первый год мост подвергается нападкам вандалов. До реконструкции его украшали живыми цветами, устанавливали памятник карасю. Переход через озеро Талое как магнит для хулиганов. Ну, это плохо. Совсем. Надо их разоблачать надо. Люди делают, они ломают. Конечно, плохо. Когда ломают, всегда плохо. Это наш менталитет. Мы не ценим то, что имеем. Это везде, повсеместно, по всему городу видно по тому, что творится даже вдоль этого озера, вокруг этого моста. Если воспитание у нас не изменится, все так же будет продолжаться. Сколько бы новых мостов не строили, все будет так же. Мост вошел в федеральную программу по формированию городской среды. Предстоит не только масштабная реконструкция. Вдоль водоема появятся дорожки для пешеходов и лодочная станция. Хотелось бы, наверное, в первую очередь обратиться к гражданам и гостям столицы о том, чтобы они не оставались в стороне равнодушными, о том, чтобы пресекали, обращали на такое внимание, то есть не упускали из виду и обращались в правоохранительные органы. Чем на сегодняшний день мы тоже занимаемся в свою очередь. То есть мы это все дело актируем и подаем заявление в полицию. Обустройство территории Талого озера полностью завершат к 2020 году. И как бы ни старались облагородить столицу, ситуация лучше не станет, пока жители не займутся собственным воспитанием. Кристина Якупова, Николай Необутов, Григорий Хлопков, Якутск. По традиции в конце выпуска разбавим обстановку. С приходом тепла на трассы страны вышли несознательные пешеходы. Как видно из видео, они не только нарушают правила дорожного движения, но и поднимают голос на автолюбителей. Беги, беги, беги. На этом у меня все. Хороших выходных.